Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Каба, в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» снова победила на парламентских выборах и сможет сформировать однопартийное правительство. Однако эта победа не дала партии власти полной свободы рук. Правящие силы не дотянули до конституционного большинства, которое позволило бы менять Конституцию без оглядки на противников. Одновременно выборы показали глубокий раскол в обществе. Оппозиция, несмотря на административное давление, суммарно собрала почти столько же голосов, сколько партия власти. С какими проблемами столкнется новый кабинет Никола Пашиняна и как теперь будут выстраиваться, например, отношения Армении с Россией? Это одни из главных вопросов, которыми задаются эксперты, аналитики и политологи. Научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении Сергей Мелконян считает, что победа Пашиняна была обусловлена довольно простой формулой «мир или война». Цитата. Пашинян, считает эксперт, предложил гражданам очень простую рамку. Мир или война, на мой взгляд, она далеко не точно отражает реальность, потому что никто из оппозиционных лидеров не призывал отказаться от мирного процесса с Азербайджаном и возобновить конфликт. Но Никол Пашинян прямо заявлял, если правящая партия не получит конституционное большинство, то уже в сентябре якобы начнется война и Азербайджан нападет на Армению. Это стало лейтмотивом его избирательной кампании. И такая риторика не могла не повлиять на настроение людей. Но есть и объективные экономические показатели. В последние годы в Армении наблюдается экономический рост, и население это чувствует, считает эксперт. Прежде всего, выборы показали наличие глубокого внутриполитического раскола в Армении, считают многие наблюдатели. Итоги голосования показали, что армянское общество сильно поляризировано, и раскол проходит не только по вопросам внешней политики, нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, отдаления от России и сближения с Евросоюзом. Избирателей волновали и внутренние конфликты, отношения правительства с церковью, давление на бизнес-круги, борьба с оппозицией. По этим темам в обществе тоже существуют противоположные позиции. О расколе общества говорят и сами результаты. Правящая партия получила почти половину голосов, но примерно столько же в сумме получили силы, выступающие против нынешнего курса. Поэтому итоги можно трактовать двояко. Стакан наполовину пуст или наполовину полон. Говоря об отношениях с Россией, Мелконян отмечает, что, по его мнению, Армения попытается снизить зависимость от России в экономике, энергетике и финансах. Армянские власти поняли, что Россия в будущем может активнее вводить экономические ограничения и будут стараться сделать их эффект для страны минимальным. Но неясно, насколько успешными окажутся альтернативы российскому направлению. Часть армянского экспорта на российский рынок действительно можно диверсифицировать и распределить по другим направлениям. Но есть более чувствительные вопросы, например, поставки пшеницы, газа и удобрений из России. Здесь пространство для маневра заметно меньше. При этом, судя по риторике Пашиняна, Армения намерена сохранять участие в Евразийском экономическом союзе настолько долго, насколько это будет возможно. Но вопрос о референдуме по членству в Европейском союзе вынуждает власти страны определиться. При этом многие эксперты отмечают, что картина не черно-белая, она гораздо сложнее. Часть населения может поддерживать правящую партию, но одновременно выступать за сохранение тесных связей с Россией. А сторонники евроинтеграции могут голосовать за оппозицию. Армении фактически поставили дедлайн, чтобы она четче обозначила свой внешнеэкономический вектор. Очевидно, что вернуть армяно-российские отношения на уровень до 2022 или до 2020 года уже сложно. Фарш обратно не прокрутишь, говорит эксперт. Изменился регион, изменился весь мир. Россия и Армения тоже во многом изменились за последние годы. Между странами возникает новая нормальность или ненормальность. Скорее всего, на повестке дня окажутся вопросы о железных дорогах Армении, российских пограничниках на армяно-турецкой и армяно-иранской
армянской границах, а также о будущем российско-армянского сотрудничества в атомной энергетике. Решения по этим вопросам имеют для России стратегическое значение. Некоторые из них могут быть приняты уже в краткосрочной перспективе. Подробнее тему мы обсудили с руководителем Гагарского отделения партии «Единая Абхазия» Баталом Берзения. Добрый день, Батал. Рад вас приветствовать в студии Абхазского телевидения. Сегодня мы хотим обсудить прошедшие выборы в Армении. Прежде всего, мне хотелось бы услышать вашу точку зрения о том, почему, на ваш взгляд, к этим вроде бы очередным выборам в Армению было привлечено столь много внимания. Здравствуйте, Арифа. Вообще на фоне происходящего в мире любые политические процессы, а в особенности в приграничных к России странах, где исторически всегда были интересы других держав, вопреки России, сейчас пристальное внимание. И если заглянуть немножечко в историю, то такие страны, как Армения и Грузия, в начале XIX века просились в состав Российской империи для сохранения своего государства, ища защиты от военной угрозы с востока. И их трансформация сегодня, как, например, современная Грузия, 2023 год получает статус страны-кандидата в члены Европейского Союза. На ее территории проводятся учения военного альянса НАТО, военные структуры, созданные в противовес России. И современная Армения, 2025 год, Армения принимает закон о начале процесса вступления в Европейский Союз и также участвует в совместных учениях с НАТО. И эти выборы являются показательными, будет ли Армения продолжать этот процесс сближения с Западом, или же остановится и будет углублять свое сотрудничество с странами Евразийского экономического союза во главе с Российской Федерацией. Вот так, наверное. А как вам кажется, многие сейчас уже после того, как известны результаты выборов, говорят о том, что эту победу Пашиняна и его партии можно назвать победой с оговорками. На ваш взгляд, что тут имеется в виду? В первую очередь это то, что оппозиционные партии, которые по факту представляют практически половину населения страны, ее интересы, они, не признают итога выборов. Буквально вчера ЦИК объявил окончательные итоги выборов, парламентских выборов в Армении, и оппозиционные партии, обжалуют, как они говорят, решение ЦИК в суде, и поэтому уже наступает такой момент нестабильности политической в стране. И есть еще такой нюанс, что партия Пашиняна, Гражданский договор, не получила конституционного большинства в парламенте. То есть они победили, выиграли, получили большинство кресел в парламенте, но не набрали конституционного большинства, которое не позволит без коалиции с другими депутатами, с другими партиями, а мы знаем, что это уже оппозиционные, которые попали в парламент, без их участия принимать и изменять конституцию страны или принимать другие конституционные законы. И есть еще такой один важный нюанс, о котором говорят эксперты, что отсутствие конституционного большинства, как я уже ранее сказал, не позволяет изменять конституцию, а в преддверии подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, Баку выдвигает предусловие – это изменение Конституции Армении. На чем они основаны? Что в преамбуле Конституции есть ссылка на Декларацию о независимости Республики Армения, в которой есть статья о совместном постановлении
значит, Верховного Совета Армении и Национального Совета Нагорно-Карабахской Республики о воссоединении. И официальный Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев, значит, заявляет о том, что это станет основанием для последующих территориальных претензий со стороны Еревана к Баку и требует от Еревана изменения Конституции. И премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял перед выборами о том, что да, текст Конституции необходимо будет изменить. Да, как будто бы готов идти на Да, готов идти, и, видимо, как бы он, значит, думал о том, что был уверен, что его партия, значит, наберет достаточное количество голосов для большинства в парламенте, конституционного большинства в парламенте, но, видимо, у него не получится взять на себя взятые обязательства перед своими кураторами с Запада. Я уверен, что и оппозиционные партии Армении за мир, но вопрос в том, какой это будет мир. Будут ли еще какие-то дополнительные требования со стороны Баку к Еревану? И вот в этом вопросе Никол Пашинян, значит, проигрывает. Да, то есть он в такой неопределенности, Да, по сути, остался. Да, он Можно так, да? Я правильно вас понимаю? Да. А вот вы уже, в принципе, затронули эту тему, но все равно я хотела бы тоже заострить на этом внимание, вот сказать, что предвыборный процесс в Армении и то, что вообще, в принципе, там происходит последние несколько лет, особенно после Карабаха, показывает, что внутри Армении очень есть серьезный, такой глубокий внутриполитический конфликт, причем по внутренним делам и по внешней политике тоже. Как вам кажется, вот выборы, то, что они состоялись, прошли, вот все-таки избран Пашинян и его партия, снимут эти вопросы или наоборот углубятся? Мы дружим с представителями одной из оппозиционных партий, которая на этих выборах заняла определенное количество мест в парламенте, в новом парламенте Армении. И вот по их словам, к сожалению, напряженность, вот эта политическая нестабильность, она будет только нарастать. Вот, со ссылкой на них говорю, потому как их лидеры политических партий оппозиционных преследуются, на них заводятся уголовные дела, членов партии задерживают. Значит, как я уже сказал ранее, оппозиционные партии не согласны с прошедшими выборами, то есть они фиксировали большое количество нарушений избирательного процесса и, значит, будут обжаловать итоговое решение ЦИКа в суде. На фоне этого такого политического процесса еще происходит следующее. Ряд ответственных структур Российской Федерации, значит, ограничили ввоз достаточно обширного перечня товаров в Российскую Федерацию со стороны Армении. Это, как упоминалось на одной из последних встреч лидеров двух стран, Российской Федерации и Армении, то товарооборот между двумя странами там приближался или превышал 7 миллиардов долларов, и вообще внешнеэкономическая деятельность Армении практически зависит от взаимодействия с российской стороной, и практически там 25% от общего объема экономики страны зависит от торговли с Российской Федерацией, как импорт, так и экспорт. Вот. И страдает экономика Армении, страдает бюджет Армении, бизнес. Вот. И это может, вот эта политическая такая напряженность может перерасти еще и в социальную напряженность. Вот. Вот как-то так, наверное. И другой еще вопрос. Понятно, что к выборам действительно было много внимания, очень много внимания, и, естественно, понятно было в России, потому что вообще российско-армянские взаимоотношения государственные сейчас переживают, скажем так, не лучшие времена. Это мы знаем еще этот большой спор про Евразийский союз, с одной стороны, и вступление, как будто бы, которое грядет в Евросоюз. Это все противоречащие для Армении друг другу вещи.
вещи. То есть и поэтому понятно, почему такой был интерес, да, к этим выборам в каком-то смысле. Но вот как вам кажется, почему, вот, и мне кажется, многие заметили, что и в Абхазии проявили большой интерес к выборам в Армении. Вот это с чем вам кажется связано было? Да, я немножко не раскрыл предыдущую тему, предыдущий вопрос, если Да, пожалуйста, вы позволите, можете да, дополнить. да, дополню. Также Владимир Путин заявлял о том, что одновременное нахождение значит, Армении в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе не представляется возможным. То есть Армении необходимо будет выбирать. И в данной связи, как нам говорят наши друзья, очень тяжело будет переориентировать экономику страны на европейский рынок. То есть это может быть и возможно, но это займет долгие годы. Да, и значит, ну и так сами тоже давайте представим конкуренцию армянских вин, армянского коньяка на европейском рынке с французскими коньяками или там итальянскими винами, или же цветами из Армении в конкуренции с цветами из Голландии. Да? То есть это будет очень сложно. И поэтому оппозиционные партии Армении, которые выступают за углубление отношений со странами Евразийского экономического союза, в первую очередь с Российской Федерацией, они, на мой взгляд, руководствуются просто здравым смыслом, да, то есть и не против кого-то, а понимая, что Российская Федерация всегда была по истории гарантом безопасности Армении. Дружеские отношения исторически сложившиеся, и плюс еще и экономическая выгода от этого, значит, от этого союза как бы налицо. И поэтому я считаю, что эти же оппозиционные партии идут в правильном направлении. Что касается интереса к данному процессу со стороны Республики Абхазии, абхазское государство на протяжении всей истории является ключевым игроком в геополитике этого региона Кавказа и Черноморского бассейна. Мы являемся субъектами геополитики. Значит, есть исторические данные, подтвержденные о давних связях между Абхазским царством и Армянским царствами. Мы заключали союзы, заключали династические браки для противостояния общим угрозам с Востока. Мы, бывало, и по истории конфликтовали. У нас были военные конфликты за земли современного грузинского государства. Мы оказывали военную помощь армянскому царству по истории. Поэтому это все имеет логику. То есть вы имеете в виду, что главным все-таки тут является исторический контекст? Нет, не только. Вообще, если исходить, мы наблюдаем за этим с точки зрения наших национальных интересов, государственных интересов. Мы уважаем выбор армянского народа, но при этом не приемлем позиции правительства Армении, да, в части поддержки территориальной целостности Грузии, да, заявление вот, о дружественных отношениях с правительством современной Грузии. Мы против любого усиления Запада на Кавказе, появления лояльных правительств Западу, так как Запад разделяет исключительно грузинскую позицию в отношении нашего вопроса, в отношении Республики Абхазия. И поэтому я повторюсь, да, что мы не можем поддерживать появление лояльных правительств в странах нашего региона, лояльных Западу. Если рассматривать исключительно этот вопрос как российско-армянские отношения, то давайте так.
Если мы заявляем о том, что Российская Федерация – это наш главный союзник, главный стратегический партнер, и это безусловно так, то мы, Республика Абхазия, мы заинтересованы в том, чтобы у Российской Федерации были спокойные границы, чтобы у них было как можно больше друзей во всем мире и в нашем регионе в том числе. Потому как это потенциально и наши партнеры, с которыми мы в будущем, возможно, сможем выстраивать дипломатические или экономические отношения. Вот в этом наши национальные интересы заключаются. Батал, спасибо большое. Очень приятно, что вы нашли время ответить на наш вопрос. Спасибо вам за приглашение. К другим темам. США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта. 19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. С 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан, сообщил заместитель главы МИДа Ирана. По его словам, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций с Ирана, его ядерную программу восстановления страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США, в частности, прекращения военных операций, снятия блокады Ормузского пролива, а также разблокировки активов Ирана. Американский лидер поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня за содействие в урегулировании конфликта с Ираном. Трамп также заявил о немедленном снятии морской блокады и дал разрешение открыть Ормузский пролив для бесплатного прохода. Пролив будет открыт для разминирования после подписания соглашения 19 июня. Переговоры о приостановке на 20 лет обогащения урана Ираном еще ведутся, но Вашингтон может устроить отказ Исламской Республики от обогащения урана на 15 лет. Трамп намекнул, что его может не устроить приостановка на 15 лет, однако сказал, что Иран навсегда будет ограничен обогащением до низких уровней, которым никогда не смогут воспользоваться военные. Приводит интервью американского лидера газета The New York Times. США пока не будут заниматься изъятием запасов ядерного топлива Ирана. Мы займемся ядерной пылью позже, когда будем готовы войти и сделать это. Я бы сказал, что в течение следующего месяца или 2 спешить некуда, отметил Трамп. Если итоговое соглашение с Ираном все же не будет достигнуто, США либо возобновят военную операцию против него, либо возьмут на себя роль стража Ближнего Востока в обмен на 20% доходов региона. Вице-президент США Джей Ди Венс назвал заключение сделки с Ираном большой победой для Соединенных Штатов. Он отметил, что заключение соглашения может изменить Ближний Восток на следующие 50 лет. Это положит конец войне, это сделает Ближний Восток более привлекательным для инвестиций. Это будет означать процветание и более низкие цены на энергоносители для американского народа, сказал Венс. Трамп заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устраивают условия сделки, которую должны заключить США и Иран. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.